Дорогие друзья, у каждого огородника всегда встает такой вот вопрос рано или поздно, как же посадить оптимально, эффективно свои растения на своем огороде, как этот огород как-то вот, грамотно, скажем так, расположить. Оказывается, многие огородники используют вот такую вот систему, когда в одной грядке сажают сразу несколько видов различных растений. И они друг другу не мешают совершенно, а наоборот поддерживают. Как всем этим занимается, как она рассаживает свой огород, расскажет наш эксперт Маргарита Васильевна. Маргарита Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова у вас на огороде. Ну что, начнем, рассказывайте. Я уже упоминала, что я очень люблю смешанные посадки, что я люблю все одно с другим совмещать. Поэтому я использую этот метод и часто для того, чтобы как бы больше растений вырастить, и не каждое место какое-то занимает. Они растут одновременно. Например, я могу сеять морковь, между морковью я сею редис. Редис вырос, морковка получает свободы больше, и она начинает развиваться. И это остается место для моркови. Морковь же первое время очень медленно растет, и бесполезная земля вся стоит. И вот за счет этого. Тем более, что многие растения друг друга просто поддерживают и защищают от различных заболеваний, от вредителей. И этот момент я тоже учитываю. Вот, например, у меня под яблонями насажена земляника. Земляника, да. Самое главное, что ее тут не давать им расти. Тут вот посадила, близко некуда было толкать. И самое главное, что у вас вся грядка замульчирована. И мульчирую. Тут у меня перегной, он какой-то опильчатый, видимо, опилки прошлогодние перемешались с перегноем. На одной грядке сколько растений у вас уместилось? Сколько видов? 5-6? Вот здесь у меня 3 растения вот эти. У меня тут еще эти растут цветы посажены. Что-то они вот слабо растут. Вот пошел только пошли эти колокольчики какие-то. Они только-только То пошли. есть у нас земляника, яблонька, вот это у нас кустарничек декоративный. Синеголовник. Синеголовник. Просто для красоты. Для красоты. А еще я вижу бархатцы. И да? вот между клубникой я немножко подсеяла бархатцы. Бархатцы хорошо защищают от вредителей. Многие не любят его запах, они на грядку просто не приходят. Поэтому вот использую этот подсев туда. По грядке они местами в разбой где-то растут, где-то нет, но запаха хватает. Это я вот так вот. Тут вот у меня тоже растений много на этой грядке. Здесь вот, я не поняла, погибшее деревце было какое-то стояло, но оно от корня что-то пустило, какой-то дичок оставила. Думаю, если что-то с этим... То есть это яблонька, видимо, Это да? яблонька полезла. Тут была яблонька, она... Яблоня, вот здесь вишенка Яблоня, у вас растет. вишня. Это яблоня, вот это вот, да? Это вишня. Это вишня. Тут 2 яблони, вишня. Тут 3-я полезла яблоня. Это жимолость татарская, декоративная растет. То есть, посмотрите, друзья, между ними наша героиня посадила клубнику. И это экономия земли, во-первых. Экономия места, экономия воды. И еще самое главное, вы мульчируете свои грядки. Чем можно мульчировать? Здесь у вас опилочки, а ведь можно еще и травой. Травой, но я траву как-то не очень люблю заносить, потому что эта трава, на ней всегда есть насекомые и болезни. Это надо или старую траву, которая уже перехранилась сколько-то времени, чтобы с ней ничего не занести. Это я вот под помидоры использую, чтобы семян не было, потому что это чревато тем, что мы сорняков туда занесем вместе с насекомыми, и у нас начнется вечная война со всем этим. Лучше перегной, я вот использую тут перегной, были опилки в прошлом году, меньше еще перегной добавила, замульчировала слой, чтобы сверху земля не горела от солнца. Но впереди... А вот здесь, смотрите, вы прикрыли это у нас что кокосовый коврик. Кокосовый коврик. Вот сейчас грядет температура, в тени будет 33-35, а на солнце 50-55. Эта земля вот здесь будет, она просто раскаленная. Выгорать будет. А корни будут просто запекаться. Поэтому я прикрываю ковриками. Или еще вот мы можем там посмотреть, я вообще еще смотрите, вы здесь поставили же навес, да, построили такое устройство для навесов. Стационарный навес. При прям такой жаре вы все это накрываете сеточкой и создаете тень для своих растений. Как в лесу, теневая завеса бывает. Очень полезная завеса. Особенно для молодых посадок. У кого молодые посадки, то это просто незаменимый вариант, чтобы сетку эту натягивать. Потому что без нее растениям будет очень тяжело. Они и так там еле дышат, корни плохо нарастают, а тут еще и пекло. Листья у них начинают сгорать в сено.
А когда их завешиваешь, они под естественным покровом. Солнце хватает, солнце всходит с востока идет, а им здесь солнышко хватает. Самое И то есть пекло, температура все-таки в земле корням как-то и полегче. корням комфортно. Мгм. Корни Хорошо. не страдают от высокой температуры. Ну что, идемте теперь на ваш огород? Ну, пойдем теперь посмотрим, как у нас на огороде. У меня там все растет так, что одно другое защищает, и поэтому я там ничем, никакими химикатами вообще не пользуюсь. Мгм. Ни капусту не поливаю, ни лук не поливаю ничем, потому что они друг друга там спасают. Это чудо. Так, ну вот еще дальше продолжаем о том, что я люблю эти смешанные посадки. И вот что я сажу. У меня лук стоит, растет вперемешку с морковкой. Рядок лука. Он защищает морковь от морковной мухи. Сама же морковь начала, если еще ее ходить и трогать, она защищает лук от луковой мухи. Они взаимно друг друга защищают, поэтому никакие обработки тут совершенно не нужны. Вырастает и то, и другое здоровое и без дырок. Кроме того, по-моему, лук еще и не любит этот проволочник. Когда тут сидит лук, у меня проволочник в морковку не лезет. Как-то у нас довольно спокойно. Здесь вот у меня сидит по краю вот редиска тоже. Морковка тут что-то так не очень взошла. В этом году все многие жалуются на то, что морковь плохо всходит. Но вот тут такой же вариант. Некоторые семена вообще не взошли. Там вот Я тоже... смотрю, у вас очень мало сорняков, или вы их постоянно я вычищаете? пропалываю их. Вы пропалываете. Да. Но что интересно, я первый раз вижу такую систему, когда вы сажаете лук рядом с морковью, и совершенно они друг другу не тут вот мешают, это вот- а то и поддерживают, да? А вот этот вот сорняк, я его и полоть не буду. Вы его возьмите и понюхайте. А что это такое? Ступлю. Это котовник, А, мята турецкая. Ой, какая вкуснотища. И она вот тоже отпугивает отсюда всех вредителей. Она вот там у меня среди капусты Мгм. тоже где-то всходит, она стала самосевом, растет. Она Мгм. везде защищает буквально все мои посадки. Теперь я очень люблю сельдерей и люблю капусту брокколи. И вот я их тоже совмещаю. И у меня вот оно, что здесь вот посмотреть. Мгм. И- Вот они растут, Да, у вот вас? это вот. Тут у меня Мгм. цветная Посмотрите, капуста. друзья дорогие, как Цветная интересно. капуста. Цветная капуста. Головки еще не Мгм. вяжет. Но ее вот тут еще, когда сельдерей, видимо, маловатый был, первые листья пошли, Мгм. тут То подкусали. есть одновременно растет и сельдерей, и капуста. Капуста. И также таким же путем вот этот сельдерей защищает и кочанную хорошо капусту. Ни тли там не бывает, ни гусеницы не лезут туда. А там она то же самое, там еще и котовник этот растет, еще хорошо защищает. Котовник это называют якутская мята, по-моему, да? Нет, это не якутская, Нет? это я занесла посевом. А, Ну, у нас очень- есть похожие мяты. Очень здорово. Есть А здесь похожие у вас мяты. другой вид капусты, да? А тут посажен? вот эта Тоже цветная, тут сельдерей. оранжевая цветная, потом какая-то зеленая, и такая какая-то была белая Мгм, цветная капуста и брокколи. мгм, Здесь только брокколи. мгм. Я брокколи много делаю. Здесь брокколи. И вы потом замораживаете. Я на зиму. намораживаю, и потом Мгм. мы ее постоянно И всю готовим. зиму вы едите свои овощи, получается. Всю зиму на свои. Представляете, как здорово. Тут у меня полностью луковая грядка. Друзья дорогие, а сколько вот реально хватает на вашу семью? Вот примерно столько вот вы... Ну, у меня я как бы- детям даю, детей Мгм, угощаю, мгм. поэтому как-то без проблем. Так что, друзья, давайте будем вдохновляться и она сажать свои доумела- овощи. Она доумела эту брокколи, у меня внучка садит. Мгм. Она маленькая, 3 года, она пришла и говорит: бабушка, у тебя все есть, только почему ты брокколи не садишь? Мгм. И с есть- того времени у меня брокколи везде каждый год. Но она любит брокколи? Она не любит. Вот самое интересное, да. Самое интересное. Но это, наверное, вот зависит теперь, от того, как да. готовить. Так. И теперь вот еще у меня луки сидят, тоже под Мгм. границей защита лука. Так, сельдерей. лук и сельдерей. Тут у меня Мгм. перьевой лук. Мгм. На перо вот замораживать буду. Тут вот уже луковицы назревают. Мгм. Это вы... Ред Барон. лук-сивок называется, Здесь это семенами. да? А, Это семенами? Ред Барон, сивок вот там у меня растет. Мгм, на той. мгм. А тут вот этот, боюсь ступить. А здесь вот этот самый большой лук Exhibition. Мгм, Вот он растет. Тоже защищается сельдереем. мгм. Все под защитой А сельдерей как вы посадили? Вы его сажали... Я его э, Помните, мы его сеяли? А когда мы его сели? В феврале.
В феврале, представляете, в феврале посеяли, и вот сельдерей уже... Ой, ну наша героиня очень любит, обожает сельдерей. Кстати, на этом сельдерее Маргарита Васильевна очень хорошо похудела, да? Постройнела Вот, я. постройнела, просто вот невероятно. И сельдерей – это просто кладезь Здоровья. различных, да, витаминов всевозможнейших. И наша героиня этот сельдерей сажает в огромном количестве, как вы посмотрели, убедились, и замораживает на зиму, да? Намораживаем, можно сказать, мешками. У меня еще есть тоже приверженцы, которые тоже у меня этот сельдерей просто берут. Мгм. Это И вы едите, ждут, кстати, когда у он будет. сельдерея, мне кажется, это единственная такая культура, у которой едят вообще все. Ну все, Начиная, я не люблю да, у и них вот листики, и пряные, корешок. вот эту часть я использую только в основном для готовки. Она сильно Мгм. пряная, и там немножко. Мгм. В основном идет, я жду, когда вот эти стебли будут Мгм. использоваться такой- в еду используются в Мгм. основном, мне больше всего нравятся вот эти вот, Да. когда они наберут Посмотрите, мощность и они сочность. мощность, сочность. Сочные, и вот тогда его можно просто сырую на терке натереть и с яблочком сделать, с морковочкой, яблочком, с огурчиком. И Тёртый вот сельдерей. салат витаминный. Освежает безумно. Мгм. Друзья, Зато какая очистка организма и суставов, костей, камни вымывает. У мужа были камни в почках. Мгм. 20 лет питаемся сельдереем, камней не стало. Мгм. То есть давайте еще раз про сельдерей. Вы его сажаете семенами в феврале. В феврале мы же его Ставите сеяли. под лампы. Под лампочки ставлю. Вот. Там немножко стратификации проводишь ее, Мгм. немножко в холодильнике подержу. В холодильник поставил, подержал там дня 3-4, вытаскиваю, сеешь его не У присыпая. нас есть передача, так что можно отлистать и посмотреть передачу именно вот по посадке сельдерея. И сейчас в июле, в середине июля, посмотрите, Вот уже начинать можно его да, использовать. в пищу. какую силу набрал наш сельдерей. потом Молодец буду какой. Просто безжалостно буду срезать. и здесь Крепенький сразу такой. потушить с овощами рагу с сельдереем. Здорово. Очень вкусно. Ну, а вот этот лук, как вы его сажаете? Тоже рассадой. Мгм. Каждый А примерно в стаканчик. какое время? В этом году я посеяла его где-то в начале апреля. Мгм. Раньше садила есть рано, потом Это вот решила, лук, что не буду. который мы покупаем у наших овощников, да? Или как? Нет, Или это другой? семечками. Эксибишн это семечками. И Мгм. вот у меня в прошлом году 250 грамм луковицы была. Ничего себе. Такая То она есть растает. едят и луковицу, и сами перышки, да? Ну, вот перья эти? у него к тому времени, когда нарастет луковица, перья у него уже пожелтеют и невкусные. А А сейчас рвать нельзя, вообще нельзя? потому То есть что лук это подрезать его, нельзя? перья это его желудки. Если мы понятно. срежем перья, луковица не будет получать накопление питательных веществ. То есть здесь съедобная именно луковица. Ну, луковица. Так, как вы ухаживаете за своим сельдереем теперь, сейчас, в данное за ним время? особо никакого, поливай и все. Ну, в начале лета вы да, вот щас подкормку поливка. какую давали? Ну, так же вот я к Селитрой, этому может быть, мочевиной подкормили? подливала. Теперь Мгм. еще что я сделаю? Я вот принесу опилки, вот это все вот сырыми опилками Замульчируете. засыплю прямо вот до высоты. Тогда вот эти будут белые черешки и Мгм. более сочные. Вот надо тоже этим заниматься, Мгм. засыпать То есть сельдерей. мульчирование это имеет вот в этом случае не только задача прикрыть и как-то, чтобы сохранялась влага, но и еще Улучшение продукции. улучшение, да, самого вот именно сельдерея. А на лук, как это скажется? А лук я не буду засыпать. На луке не будете. засыпать. Засыпать не Я будете, тут только... просто здесь как окучивание Мгм. сделаю, как картошку, поэтому Мгм. сырые, мокрые опилки буду, чтобы Мгм. они как бы не сыпались туда. Ну, скажите, а сколько все-таки поштучно вы сажаете семенами сельдерей? Ой, Любительница я его не сельдерея. я его не считаю, он как-то сходит, я весь пересаживаю. Я Ну, в общем, удивляюсь, мне когда кажется, сотнями. кто-то просит 4-5 кустиков. Я говорю, Мгм. а что это вот, покушать только летом? Мгм. Нет, а надо на зиму, чтобы его и зимой Мгм. можно было То есть, чтобы досыта были прям кушать. посадки, да? Очень много. Да. Сажайте морковка. Кстати, вот здесь у вас растет ведь картошка, да? Да. Так, картофель. С картофелем что-то высаживаете рядышком? Ну, я что-то ничего не сажу, но обычно туда очень хорошо идут бобовые, они вместе дружат очень хорошо. Горох туда, в детстве мы все время горох толкали, потом
между рядами бегали, этот горох там по картошке щипали. Мгм. Скажите, а вот обычно все-таки у картофеля очень много различных вредителей. И многие сажают как раз-таки бархатцы или горчицу. Но она мешает. Тут. высаживают. Посеять горчицу можно. Мгм. Вот прямо сейчас туда можно в ряды насеять горчицу, и пусть она там прорастет, и Мгм. как бы отпугивает, она в основном отпугивает этого проволочника. Да. И, Белая кстати, горчица. а потом она остается уже в земле как Да, просто- питание, да? Просто оставлять и Мгм. перекапывать в землю ее. Это после урожая, когда вы соберете урожай. У вас Да. поле такое достаточно большое картофельное. Примерно сколько вы собираете урожая? Ну, что-то мы мешками не считали, а ведрами тоже не особо считали. У меня вся задача только что отобрать отсюда же, прямо когда выкапываем картошку, я прямо с каждого гнезда Мгм. делаю оценку агрономическую на урожайность, на размер клубней, количество Так. клубней. И столько из таких хороших гнезд беру семена, поэтому она не вырождается. Она все время поддерживается на высоком уровне урожайности. Причем еще и смотрю, чтобы не было никаких этих пятен там шершавых всяких, чтобы она не болела. То есть вы постоянно работаете над тем, вот как настоящий селекционер, ну, Ну, стараетесь, чтобы... я ее сохраняю, можно больше Да. сказать, да, чтобы она не теряла свои качества. Почему у нас изрождается? Говорит, у нас картошка изродилась, надо новые семена. Эти семена я использую уже лет 20-25, и они у меня не вырождаются никак. 25 Да, лет одни вы и те же сажаете? семена. И То никак есть вы они... нигде не покупаете, Я не покупаю, вы они у меня не используете вырождаются. семенной материал Да, свой. Вот соберу, сейчас опять буду отбирать, на хранение закладываю. Перед хранением я их купаю или в марганцовке, или в купоросе, слабый раствор купороса, и на хранение закладываю. В этом году у меня мало того, что я вот тут сажу, это у меня на еду как бы картошка, вот Мгм. эти сорта, тут у меня вот черный принц, вот этот, Мгм. черная картошка, а там, А там дальше вот в конце другая. Урожай примерно, когда вы будете снимать первый? Да, судя по листве мы ее это Мгм. особо не там. В прошлом году в середине сентября копали. А так Мгм. подкапывали, а в середине сентября уборка была. Осень-то теплая была, Ну да. поэтому мы не торопились убрать. А ваши прогнозы в этом году как будут? Ну, мне кажется, что весна была у нас холодная, и осень, наверное, будет у нас продолжительная, и тоже так же. Мгм. Примерно так. Да, да. А вот этот лук, который вы посадили, это лук-батун же, да? Нет, это не батун, это вот Похож на лук-севок. батун. А, Лук-севок. лук-севок. Он какой Мгм. мощный, среди морковки растет. Вы Его никто не кушает. покупали, Маленькие луковки. луковки, По покупали сантиметру, и по два. посадили. Я И посадила. он у вас вот так разросся. Что вы в землю добавляли? Вот не у всех так получается У шикарно. меня тут, взрастить тут лук. ничего не добавлено, просто песок. Даже Мгм. перегноя там нету. Нет, но Я всё один раз равно. весной его подкормила, вот взяла комплексный и подлила этим комплексным удобрением для всего, потому что один голый песок. М. И картошка на чистом песке растет, и клубни отличные. Я Мгм. вообще очень люблю грунт из песка. И не заморачиваюсь покупкой этих непонятно каких земель То есть Лучше вы песок выращиваете... и Песок перегной. у вас смешан с перегноем. с перегноем. Мгм. Тут вот перегной я просто поверху замульчировала, там внутри ничего нет, Мгм. просто посажено в песок. Скажите, а вот к тому, что вы смешиваете на одной грядке сразу несколько растений, вы к этому пришли как-то вот опытным путем? Или, может быть, у кого-то подглядели, увидели такой опыт интересный? Я смотрела опыт, вот, как люди еще что-то выращивают, потом стала изучать растения, как они друг на друга влияют. И это, наверное, было большим толчком, чтобы не обрабатывать химическими веществами, вот, не лезть в капусту с чем попало. Стала ее садить именно вот в перемешку, где мята, где этот еще цветы садила, календулу в них можно садить, и бархатцы можно посадить. Все это защищает друг друга. И они друг другу совсем не мешают. Наоборот, поддерживают. Да, они друг друга просто защищают, охраняют здоровье друг друга еще. Мгм. Скажите, Маргарита Васильевна, многие занимаются еще, ну, как бы меняют местами, допустим, посадки. Вот в этом году здесь у нас росла, допустим, морковка, а на следующий год мы что-то другое посадим. Вы занимаетесь такой деятельностью? Да, немножко соблюдаю. У меня единственное, что картошка у нас всегда на одном и том же поле Мгм. растет. Но вот морковка у меня тут не росла. В прошлом году здесь картошка была, морковка была там сейчас помидоры растут на той грядке. Мгм. Вот так немножко меняю, потому что корнеплоды То очень есть сильно севооборот гнут. получается? Немножко да, такой? севооборот небольшой такой То есть вот произвожу. А именно вот такую методику, ну, надо придерживаться все-таки, да? да, вы придерживаться надо, посоветуете? потому что вот если садить все время картошку на одно место, проволочника там много бывает. Мгм. Ну, вот
если сейчас вот после этого я еще тут купоросом проливаю землю, если слышу, вижу, парша появляется. Мгм. Осенью просто А как купоросом она развожу. проявляется, эта парша? Клубни становятся шершавые такие, корочка на клубнях. М. Это заболевание, оно То есть как бы и как нарост, да? как Иногда наросты. покупаешь картошку, а она какая-то не Там еще разные такая, бывает. И бока какие-то да, некоторые бывают с какими-то вот... парша это сухая какая, там бывает как еще мозоль более какая-то. высокая. Да, и как мозоль это еще какая-то там болезнь, какие-то грибки. Поэтому периодически эту землю мы проливаем купорос, столовая ложка на 10 литров. Этого вполне достаточно по земле пройтись поверху вот так. Ну, то есть вот этим купоросом нужно проливать в какое время? Ведь не сейчас же посадка, когда, Нет, нет. когда идет цветение. Дело в том, что, видимо, вот это мы вносим туда не сколько обеззараживаем, сколько мы этот медь вносим, медь содержащие, они вообще вот эта медь, иммунитет поднимает в небольших количествах, иммунитет растений поднимается, и они становятся не подвержены заболеваниям. Когда питания хватает, растения А в практически какое не болеют. время медь содержащая нужно вот пролить? Ну, если болеть начинают, Какой я период? начинаю хомом брызгать. Если вот я вижу по листочкам, что ей что-то не хватает, и она начала болеть. Появляется иногда этот фитофтороз. Я начинаю с раннего, как только она вылезать, начинаю проливаю Мгм. хомом. Еще там сейчас много таких разных этих веществ есть. Проливай, только после этого мы окучиваем, чтобы стебель до конца был пролит. Мгм. И получается две А обработки. вы и проливаете всё. как? Именно под корень или Нет, я сверху? опрыскиваю кустики. Это уже обработка чисто для лечения. Но вот в этом году ее не требуется ничего. Она здоровая, вроде бы пока не болеет, поэтому я туда ничем не лезла, потому что, видимо, хватило прошлогодних. У меня в прошлом году она болела, и я хорошо их проливала хомом. Ну что, многие в этом году огородники жалуются на то, что вот погода какая-то не такая, семена какие-то вот не такие. Вот, а у вас все цветет и колосится. Ну, не сказала бы, что все, но все в замедленном темпе, конечно, растет. Заметно, что ночи холодные. Все-таки, когда 10 градусов тепла, это недостаточно для роста растений. Не хватает для корней тепла. Земля же остывает тоже. А что бы вы посоветовали? Вы какие-то мероприятия проводите, вот такие превентивные? Может быть, накрываете чем-то свои посадки? Нет, у меня даже баклажаны не накрытые стоят. То есть они у вас довольно-таки закаленные. Ну, я Может их быть, уже- вам да, да. помогает вот ваша система, когда вы в холодильник, вот когда Да, скорее всего, и высаживаете потом очень рассаду? ранний вынос в теплицу, они же там мерзли стояли. Мгм. Для них уже 10 То есть градусов, они по-моему, закаленные, за благо уже. растения. Они Вот закаленные. видите, это тоже одна из таких вот интересных Баклажанчики неплохо особенностей завязываются. в опыте Маргариты Васильевны. Ну что, дорогие друзья, огород у Маргариты Васильевны действительно очень шикарный. Все цветет, растет, как вы сами убедились и увидели. И, друзья дорогие, обратите внимание, что для того, чтобы сэкономить место на своем огороде, на одной грядке можно спокойно уместить сразу несколько видов растений. Так что вдохновляемся и пробуем. Главное немножко задумываться и изучать вопрос, чтобы подойти правильно. Потому что некоторые растения, например, друг друга вообще не любят, не терпят, и не навредить бы им. Ну вот изучаешь, когда их присматриваешься, кто кого любит, это всегда в интернете можно найти. Там бывает иногда ложное, но когда попробуешь, уже сам видишь. Просто проэкспериментировать, и можно подбирать. То есть можно действительно убедиться, что Да. метод такой Тут вот у меня работает. лука в прошлом году вот так же садила, мне хватило до февраля месяца своего лука. Тут вырастает хорошие луковицы, довольно крупные, поэтому... А если вот эту луковицу вот так подрезать, она будет расти дальше? Или Она нельзя будет, но она подрезать? заберет питание, не формируется А. головка тогда, То поэтому... есть вот этот лук ни в коем случае трогать нельзя, Да. Ну, опять-таки, вот эти зеленого у перья. меня хватает. Мгм. У меня там А зелёный. лук-севок у вас действительно вырастает прям луковицы, да? Луковицы хорошие вырастают. Здорово. Ну, Ну грамм что, по друзья, 150, по 100 есть головки. Маргарита Васильевна, большое огромное спасибо, что вы нас снова пригласили на свой огород. Друзья дорогие, вдохновляемся и пробуем. Пробуем. Все пробуйте, все у вас получится, я думаю.